فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Всевышний Аллах говорит: «О верующие, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено». Ученые говорят, что эти суровые ангелы будут беспощадны и жестоки к обитателям ада, даже если те будут просить у них пощады. Они созданы из гнева, и им нравится подвергать мучениям грешников так же, как людям нравится есть и пить. Велика мудрость Аллаха, который создал таких ангелов, чтобы исполнить свою волю над грешниками. Ибн Аббас, двоюродный брат посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Расстояние между плечами одного из таких ангелов составляет целый год. Сила одного из них настолько велика, что один его удар охватывает 70 тысяч человек в глубине ада». Всевышний велит нам оберегать самих себя и свои семьи от такой участи. Пусть Аллах сделает нас из тех, кто прислушался Его велению. Если наши дети, достигшие зрелости, не будут знать столпы имана и ислама, совершения намаза и религиозной обязанности, то родители понесут наказание за это. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что и отец, и мать, и жена в доме своего мужа, все они пастыри, ответственные за свое потомство. Ребенок – это благодать и дар от Всевышнего Аллаха. И как же много людей на сегодняшний день лишены этого дара и очень сильно желали бы иметь детей. Но у Всевышнего есть мудрость во всем, и Он поведал, что дарует, кому пожелает, одного ребенка, другому два, а кого-то и вовсе оставляет бездетным. Поэтому родитель будет спрошен за эту милость, которая вверена ему. Ребенок может стать причиной счастья и благоденствия своего родителя после его смерти. Тот будет удивляться и вопрошать, откуда все это. А ему сообщат, что это благодать его ребенка, которого тот обучал намазу и поклонению. Как же много тех, кто по причине своего ребенка будет блаженствовать уже в могиле, даже не войдя в рай. Но как же много и тех, кого постигнут несчастье и мучения по причине своего ребенка, в отношении которого они проявляли упущение и не обучили его законам ислама до того, как тот постиг зрелости. В судный день ребенок будет винить даже своих родителей за то, что те не обучили его религии, ибо это страшный день. День, когда люди предстанут перед своим Господом оголенными в своем начальном состоянии. Это будет другой мир, не подобный нашему. Однажды Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, не будут ли люди стесняться своей наготы друг перед другом? Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, что людей в тот день охватит настолько сильный страх и ужас, что им будет вовсе не до этого. Поэтому мы должны готовиться к этому дню.
Мусульмане преклонного возраста должны осознавать, что их время подходит к концу, и молодые также должны знать, что смерть может подступить к ним в любой момент, даже раньше старших. Мы призываем всех мусульман оберегать себя и свои семьи от огня ада. Есть много представителей мужского пола, которые боятся своих жен и не могут заставить своих дочерей одеть хиджаб. Мы говорим так, потому что есть разница между настоящими мужчинами и им подобным. Настоящий мужчина – это тот, кто полезен для своей семьи и общества. Поэтому есть представители мужского рода, а есть и мужчины. Тот, кто не может выполнить предписания Господа миров в отношении своей жены и дочери, которая достигла примерно 13-14 лет или других признаков зрелости, которые Аллах установил для нее. Ведь хиджаб – это честь женщины, которую Аллах оказал для нее. Жемчужине, которая должна уберечься от чужих взор. Господь миров испытывает всех своих рабов теми или иными трудностями. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что самое большое испытание для мужчин из его общины – это женщина и любовь к мирскому. На земле разгорелось много войн из-за женщин и желания мирского. И по сей день есть фараоны, стремящиеся к власти и возомнившие себя богами, будь то правители Америки, Израиля, последователи Даджаля или Иблиса. Мы видим, как они воюют с мусульманами, так как последние отошли от своей религии и стали слабыми, потому что с ранних лет не обучались исламу. Ношение хиджаба – это часть веры и божественное предписание, и более того, честь. И если ты не оберегаешь свою честь, значит ты не являешься мужчиной, и твоя вера слабая. Поэтому мы должны оберегать свою честь и быть настоящими мужчинами, будучи верующими мусульманами. В завершении проповеди хотелось бы затронуть еще одну тему. Нам часто задают вопросы, а в частности, когда женщина выходит замуж, затем покидает дом супруги вследствие ссоры и возвращается в свой родительский дом. Ученые и кади сел хорошо знают этот вопрос. Эта женщина не разведена, так как супруг намеренно не дает словесный развод во вред ей. И так проходят 2 года, 3, 5 лет. А эта бедная женщина, обманутая чьими-то лживыми словами, мол, что после 3 месяцев она автоматически становится разведенной, считает, что она не состоит в браке. Это мнение бытует с давних времен, хоть оно и утихло на сегодняшний день. Женщина приходит в отеческий дом вследствие ссоры со своим супругом. Проходит 2,5 года, но супруг не дал ей и намеренно не дает словесный развод. Женщина не считается разведенной, пока супруг не произнесет словесно «я развожусь с тобой» и тому подобное. Сегодня это можно сделать также через голосовую запись. Или же она не станет вдовой, или же супруг не выйдет из ислама. Женщина думает, что она автоматически становится разведенной по истечении 3 месяцев. Затем к ней сватается мужчина, предварительно зная, что она когда-то состояла в браке. Таких случаев бывало немало. Женщина наслушалась необоснованных мнений, что после 3 месяцев она становится разведенной, и вследствие чего вступила в новый брак. Тот мужчина, предварительно спросив ее, разведена ли она, и получив утвердительный ответ с ее стороны, женится на ней. Виноватым в таких случаях редко или же никогда не бывает мужчина. Получается, что эта женщина выходит за него замуж, уже будучи в браке с другим мужчиной, и как итог прелюбодеяния, а их дети считаются незаконнорожденными. Это большая беда, порожденная невежеством. Мужчина и женщина, желающие вступить в брак, обязаны по шариату ознакомиться с вопросами, связанными с браком и разводом. Подобно тому, как занимающийся торговлей обязан знать вопросы купли-продажи, дабы избежать запретного и получать дозволенный заработок. Мы призываем всех распространить эти слова и обращаемся к родителям, чтобы они обратили внимание на такие случаи в своих семьях. До тех пор, пока супруг не даст словесный развод, будь то путем сообщения или поручения другому человеку, или же кади сам не решит расторгнуть их брак ввиду упрямства супруга, женщина не будет считаться разведенной, даже если проживет 300 лет у себя дома.
В противном случае она выйдет замуж за другого человека, будучи в старом браке, и ее новый брак не будет действительным. Пока она не разведется и не прождет 3 цикла очищения, которые мы обозначаем как 3 месяца, ей не дозволено вступить в новый брак. Если мы все приложим усилия в распространении данного вопроса, то по воле Аллаха это зло и невежество исчезнет среди нас. Пусть Аллах наставит нас на прямой ясный путь и сделает нас из тех, кем Он остался доволен. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.